Этот праздник по традиции проходит каждый год перед осенними каникулами и всегда бывает очень красочным и зрелищным. К этому дню участники готовятся загодя, ведь конкурсы идут между классами, и все хотят быть первыми. Открыли праздник учащиеся первых классов. Их в Хандекской средней школе 4 параллели. Раньше конкурс был больше похож на «Мисс Осень», и участвовали в нем только девочки. В этом же году и мальчики, и девочки, то есть он стал массовым. Первый этап – показ осенней моды. В этом конкурсе впервые выбирали сразу мисс и мистер осень. Костюмы оценивались по десятибалльной системе за красочность гаммы, разнообразие природного материала и эксклюзивность изделий. Обязательный элемент – шляпа, украшенная осенними атрибутами, листьями, плодами, цветами. Я не птичка, не величка, я полезная клубничка. Кто подружится со мной, не простудится. Ну пойдем со мной. Лирика осени – особый конкурс, который раскрывает творческий потенциал ученика и призван возродить традиции звучащего слова, интереса к чтению. Юные чтецы прекрасно справились с заданием, выбрав лирические стихи русских поэтов-классиков. Посмотри, как день прекрасен, и как ясен небосклон, как горит под солнцем ясень, без огня пылает клен. И кружится над поляной, как жар птица, лист багряный, и багряный, как рубины, редеют ягоды рябины. Я люблю читать стихи, и поэтому меня выбрали на конкурс. Я волновалась, как я первый раз вышла на такую большую сцену. Но я справилась. Мне очень понравилось уступать. Стих называется «Деревья осенью». Своеобразной фишкой праздника можно назвать конкурс «Осенняя эстрада», где впервые на сцену с детьми вышли классные руководители. Это стало приятным сюрпризом для родителей. Они были очень рады увидеть первых учителей своих детей в таком творческом ракурсе. Мы очень молодцы, наши учителя, потому что проявили такую фантазию. Когда было объявлено, что участвует конкурс, да, они как-то восприняли, как-то не так, да, как мы будем танцевать, там мы будем петь, да. А получилось-то совсем очень здорово. Впрочем, в создании праздника немалая заслуга самих родителей, которые шили костюмы, учили с детьми стихи, а какие они приготовили изумительные блюда в конкурсе «Осеннее меню», проявив массу фантазии и оригинальности. Нас Любовь Еремеевна приводила сюда, и мы танцевали, репетировали каждый день. И мама моя надеялась, что мы займем первое место, все надеялись, и так и случилось. Первое место мы заняли, мы с девочками старались, все старались. Праздник осени объединил родителей, учителей и детей, то, ради чего он и проводился. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.